Уже завтра в Сыктывкаре в парке имени Кирова пройдет фестиваль банной культуры «Пыв-Шанлун». Горожан и гостей столицы Коми ждет насыщенная программа. От мастер-классов до банных обрядов по мотивам Коми-традиций. А еще для участников и гостей события выступят творческие коллективы и сольные исполнители. Также среди горожан состоятся розыгрыши призов. Но и это не все. Что готовят участники фестиваля, узнала Екатерина Родина. Как говорит младший сын, кто парится, тот 100 лет не старится. Сыновья Аркадия Михайлова любят париться в бане с детства. Для семьи это не просто водные процедуры, это отдых и традиции. Затапливают печь по 2-3 раза в неделю. А несколько лет назад Аркадий сделал любимый досуг своей работой. Сегодня он продает и устанавливает банные печи и дымоходы. Это конвекционная печь с закрытой каменки из нержавейки. Дверь стеклянная, соответственно, для того, чтобы видеть, прогорели дрова или не прогорели, стоит ли ее подкладывать или нет. Их два типа, с теплообменником, без теплообменника. Сюда мы закладываем камни, где они нагреваются и получаем мелкодисперсный пар. Это бак, натрубный бак, который быстро прогревает воду за счет потока огня внутри, который находится. На фестивале банной культуры будет несколько образцов печей. Всем, кто мечтает построить собственную баньку, расскажут, как правильно выбрать тепловой агрегат. Банный день также объединит около 40 мастеров, которые изготавливают натуральное мыло ручной работы, собирают чаи и делают запарки для бани. У Виктории в коллекции более 25 видов мяты, которую она сама выращивает и собирает. Баня – это не только парение, это и здоровье, ароматерапия через травы. Банные запарки – это и мята, и иван-чай, и полынь, и таволга, которая принесет здоровье вашему организму и поднятие хорошего настроения. И чаи, которые поднимут дух, бодрость в организме. Также мыло, которые сделаны без красителей, без добавления их, а на отваре мяты, опять же крапивы. Какой же банный день без парения? На фестивале можно будет испытать на себе пар в настоящей туристической бане. Поэтому с собой в Кировский парк нужно прихватить купальник и полотенце. А еще гостей праздника ждет гастрономическая изюминка – дегустация блюда, которое в старину традиционно ели после бани. Дегустация коми-традиционного блюда кушман, редька. Это похлебка, да, которая делается с натертой редькой, с картошкой, со сметаной, ну и зеленью. Дегустация состоится в 13:30 у сценической площадки фестиваля. Всех приглашаем, всех ждем попробовать этот природный антиоксидант. Организаторы подготовили для гостей фестиваля насыщенную программу. Это и коми-национальные игры, обрядовый проект «Баня в день Ивана Купалы», а еще плетение венков и заготовка веников. А те, кто придет на праздник в национальном костюме, смогут получить призы и сертификаты от партнеров проекта. Екатерина Родина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.